Всем доброе утро! Сегодня 16 марта, день недели вторник, и это утро нового дня вы встречаете вместе с нами Катерина Винокурова и Степаном Федоренко. Да, сегодня вместе с нами вы узнаете о талантливых скульпторах и художниках из города Алдана. Также посмотрим, как началось очное обучение студентов СВФУ. Мы обязательно приготовим с вами вкусный завтрак и немножко разомнемся с утренней зарядкой. Ну и еще много-много интересного ждет вас сегодня в утреннем нашем эфире. Не забывайте про наш WhatsApp номер 8 914 273 4488. Если у вас есть кого поздравить, то можете сделать посредством нашего WhatsApp. А также не забывайте про наш Instagram «Утро Якутии». Мы всегда открыты для всех. Ну а начинаем мы по традиции с погоды. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 22-33 со знаком минус. А в Заречной группе минус 19, местами минус 35 градусов. В южных до минус 22. В Вилюйской группе минус 13, минус 24. В Нижнеленских 21-25 градусов мороза. В западных 10-15 градусов со знаком минус. В Колымы-Дигирской группе 22-27 градусов. А в Янских минус 22, минус 36. На северо-западе 30-36 градусов мороза. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 29 градусов со знаком минус. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, штиль. Сегодня днем ожидается небольшой снег, ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 11, минус 13. Да, с утра еще довольно холодно, зима не хочет отступать, видимо. Но сегодня еще не такой ветер ожидается, как вчера в Якутске, да, например, холодный. Но, тем не менее, одевайтесь теплее. Ветер к переменам, значит, перемены, надеюсь, будут хорошие. Ну что ж, американский блогер Джейкоб заявил, что не может мыться в США после жизни в России. Он рассказал о преимуществах нашей страны и объяснил, почему больше не может нормально принимать душ в своей стране, на своей родине. Да, к нам присоединяется наш новостной обозреватель канала Якутия-24 Сергей Михедов. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Чем же Джейкоб недоволен? Коллеги, утро доброе. Доброе утро, Якутия. Блогер опубликовал пост, в котором назвал особенности ванной комнаты в российских квартирах. Американец был удивлен, что россияне пытаются поставить ванну любых размеров, даже если комната очень небольшая. Я пришел к мнению, что россиянам после прогулки в зиму или тяжелого рабочего дня просто необходимо полежать в ванне, отметил блогер. Также он подчеркнул, что цены на коммунальные услуги в Соединенных Штатах значительно выше, чем в России. Ну а далее переходим к блоку новостей. Премьер Михаил Мишустин потребовал выполнить поручение о расширении программы дальневосточного гектара. В рамках нее предприниматели могут получить второй гектар, если успешно освоили первый. На совещании с членами правкомиссии по Дальнему Востоку глава Кабмина напомнил, что во время его поездки в регион один из бизнесменов предложил дать возможность при удачном освоении дальневосточного гектара получать еще один такой же участок для ведения хозяйства. Премьер обратил внимание на необходимость строгого контроля за соблюдением сроков реализации всех программ и проектов. По его словам, в вопросах исполнительской дисциплины на всех уровнях должен быть порядок. Региональная программа «Дети Арктики» станет частью федеральной программы по развитию арктической зоны. Поручение об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Глава Якутии Айсен Николаев обозначил основные направления действия программы. Она позволит развить систему поддержки детей, а также создаст условия для укрепления их здоровья. Обучение будет проходить с учетом этнокультурных и языковых особенностей. Также программа обеспечит дополнительные механизмы поддержки педагогов, работающих в кочевых школах и детских садах.
Студенты мединститута Северо-Восточного федерального университета первыми вернулись к очной форме обучения. Более 500 старшекурсников приступили к занятиям в стенах института. Допущены к обучению студенты с 4 по 6 курсы всех отделений, а студенты-стоматологи с 3 курса. В ближайшие дни также начнется заселение в общежитие. Напомним, из-за ограничений, вызванных пандемией, студенты с ВФУ были переведены на дистанционную форму обучения. Лекции и семинары проводились онлайн. Также через интернет учащиеся получали задания для самостоятельных и контрольных работ. Преподаватели отмечают, что качество знаний, полученных студентами, не пострадало. Упор будет на практику. Обычно мы занимаемся в больницах, на клинических базах. Обычно цикл лор-болезни проходит в лор-отделении республиканской больницы. И там мы каждый день занимаемся, курируем пациентов, смотрим разных пациентов, пишут истории болезни. Да? Но в связи с тем, что клинические базы не все открыты для наших студентов, мы занимаемся здесь, в корпусах медицинского института, но не на клинической базе. Более 900 миллионов рублей выделили на реализацию нацпроектов в Мирнинском районе. В этом году из этих средств почти 750 миллионов рублей направили из федерального бюджета. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в районе отремонтируют и благоустроят трассу регионального значения Анабар. Также в районе планируют рекультивировать действующий полигон твердых коммунальных отходов. В начале марта генеральный план полигона был одобрен на общественных слушаниях. Кроме того, по программе переселения из аварийного жилфонда в этом году планируют расселить 170 жителей Мирнинского района. Театр юного зрителя Якутии выступит в Еврейском автономном округе. Выступления в Биробиджане состоятся в рамках программы «Большие гастроли для детей и молодежи», в которую ТЮЗ вошел в этом году. Гастроли пройдут с 3 по 10 апреля на сцене театра «Кукол Кудесник». Якутский ТЮЗ представит спектакли «Мой маленький бог» Екатерины Ткачевой и «Сказка о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина. Режиссером постановок является заслуженный деятель искусств Якутии Александр Титигиров. К этой минуте у меня все. Я возвращаю слово коллегам. Спасибо, Сергей. Как видим, жизнь потихонечку налаживается, входит в прежнее русло. Театры стали ездить на гастроли. Да, кстати, еще вчера, я тебя перебью, вчера я прочла, что уже скоро открываются аттракционы в городском парке. А не холодновато еще для аттракционов? Я думаю, к проводам зимы мы уже будем кататься. Да. Ну что ж, а также сегодня, кстати, Катя, знаешь, в 1831 году в продажу поступил роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Знаковое событие, такой классический роман, популярный очень. А какие еще даты и события произошли сегодня, в этот день, 16 марта, мы узнаем далее. 16 марта – Всемирный день социальной работы. Это профессиональный праздник. Также День подразделения экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. По народному календарю в этот день судили о погоде. Если солнце садится в облако, то следующий день будет ненастным. Считалось, что именно сегодня медведь выходит из берлоги. 16 марта 1831 года в Париже вышел в свет первый роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». В 1870 году в этот день в России пущена первая мартеновская печь для переработки передельного чугуна и лома в сталь нужного химического состава и качества. 16 марта 1915 года полиция Петрограда закрыла знаменитый арт-клуб «Бродячая собака» – место сбора и общения петербургской богемы. В 1926 году в этот день запустили первую в мире ракету на жидком топливе. В своем изобретении американский инженер-физик Роберт Хатчингс Годдард вдохновился произведением Герберта Уэллса «Война миров». 16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум по вопросу о статусе полуострова Крым и города Севастополь. По итогам референдума они вернулись в состав Российской Федерации.
1787 году в этот день на свет появился Георг Ом, немецкий физик, автор основного закона электрической цепи – закона Ома. 16 марта 1859 года родился Александр Попов, русский физик и электротехник, один из изобретателей радио. В 1935 году 16 марта родился Сергей Юрский, советский и российский актер, режиссер, сценарист, народный артист РСФСР. 16 марта 1941 года родился Бернардо Бертолуччи, итальянский кинорежиссер, драматург и поэт. Именины в этот день отмечают Марфа, Михаил и Севастьян. Доброе утро! В Северо-Восточном федеральном университете группа ученых приступила к реализации проекта по реконструкции экосистем и климата ледникового периода. О том, какие итоги ожидаются и в чем цель исследования, расскажет наш гость, доцент Института естественных наук СВФУ Александр Федоров. Александр Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что это за исследование и кто будет над ним работать? Эти исследования ведутся давно, потому что Батагайская котловина, она на устах во всем мире. Это один из крупнейших участков деградации вечной мерзлоты. И, конечно же, мы изучаем уже, можно сказать, давно, потому что Батагайская котловина, она образовалась где-то в начале 70-х годов. И таких больших размеров она достигла, конечно же, последние годы. Деградация идет очень быстро. И поэтому многие институты и из многих стран работают на этом участке. В университете этот участок считается научным полигоном изучения деградации вечной мерзлоты. И в прошлом году по инициативе научно-исследовательского института прикладной экологии Севера, СВФУ, были проведены масштабные работы. И мы взяли вот эти керны, большие керны отложений многолетних мерзлых пород. И сейчас приступили к анализу вот этого керна. Что дает этот керн? Этот керн дает нам непрерывные записи, как вечная мерзлота, многолетние мерзлые породы образовались. Это нужно нам, со всех сторон мы должны анализировать. И это дает нам такое для изучения, как они образовались и как эти многолетние мерзлые породы будут реагировать на потепление климата. Dеградация идет из-за потепления, да? Деградация идет из-за потепления. То есть нам все-таки угрожает это, да? Да, угрожает. Конкретно городу Якутску, республике. Нет, я бы сказал, не только нам угрожает, но он угрожает и всему миру, потому что деградация вечной мерзлоты – это освобождение органических остатков, которые есть в этих многолетних мерзлых породах, да? И идет эмиссия парниковых газов. Вот эти органические остатки, они, когда переходят плюсовые температуры, начинается эмиссия парниковых газов. И, конечно же, эмиссия парниковых газов, она влияет полностью на все потепление. Это значит, влияет на весь мир. Вот почему это изучение вечной мерзлоты, оно очень актуально сейчас. А эти, как вы сказали, выделения, они не могут принести нам какие-то новые, точнее, новые старые какие-то вирусы, может, еще что-то? Вполне возможно. Не исключено, да? И не исключено.
Но в мире изучают вот эти бактерии, которые содержатся в вечной мерзлоте. И, конечно же, наши ученые, коллеги наши изучают хорошие бактерии, которые продолжили бы жизнь людей, помогли бы укрепить здоровье и так далее. Вот с этой стороны наши российские ученые, японские ученые, они ведут уже где-то больше 20 лет в этом направлении. А вот как-то избежать этой угрозы можно конкретно вот сейчас? Вот как раз все ученые настроены узнать вот этот механизмы, как наша вечная мерзлота и ландшафты, которые там есть, как они, каков их механизм реакции на потепление климата и как их это обуздать, как минимизировать и так далее, да, вот эта проблема действительно она актуальная для ученых сегодня стоит всего остро мира. перед учеными. Несмотря на то, что у нас всю зиму почти 56 градусов держалось, а глобальное потепление все равно угрожает нам. Нет, это так нельзя говорить. Это все-таки это считается, мы работаем по климату. Климат – это долгосрочные изменения. А если взять долгосрочные изменения, да, декабрь был у нас очень холодный, январь, но по климату 2020 год это в России это самый теплый год. Таких значений теплых зим, не зим, а теплого года, да, в Якутии вообще никогда не было. В городе Якутске средняя годовая температура воздуха, она повысилась в этом 2020 году на 4 градуса от нормы. Это очень большие значения. Александр Николаевич, конкретно когда уже начнутся исследования на месте, да? Может, кто-то приедет по Тагайской котловине. из специалистов из-за рубежа, из России? Да. Вот сейчас мы уже начали это опробование. К нам приехали из Пушкинского научного центра, почвоведы приехали, и из Санкт-Петербурга, из медицинского института приехали, которые как раз бактерии, там органические остатки изучать. Научно-исследовательский институт прикладной экологии Северо-Восточного университета и институт мерзлотоведения, они они эти работы. Но из-за пандемии не смогли приехать из университета Сассекс, из Великобритании. Наш, он постоянно работает, доктор Джулиан Мертон. Он должен был приехать, но немножко откладывает свой приезд. Надеемся, что все-таки... И из Германии Надеемся, приедут. что пандемия как-то пройдет, все-таки идет на убыль все. Мы желаем вам успехов, удачи, каких-то интересных открытий. Спасибо большое. Да, надеемся, что вы будете с нами продолжать ими делиться. Александр Николаевич, благодарим вас за интересный разговор этим утром. Я думаю, наши телезрители согласятся, и те, кто сейчас готовит завтрак, наверное, перед экранами замерли, да? Приятного аппетита всем, кто завтракает. Прямо сейчас мы научимся готовить новое блюдо от нашего шеф-повара. Доброе утро, друзья! Сегодня мы с вами будем готовить скрэмбл с ростбифом. Для этого нам потребуется хлеб,
небольшой кусочек хлеба, порезав пополам. Предварительно подготовим водяную ванну. Нам потребуется для скрэмбла 3 желтка. Затем выкладываем наши желтки в водяную баню. Берем грамм 10-15 сливочного масла. Тщательно перемешав, превращаем, чтобы желток и сливочное масло они подружились в этой водяной бане. Затем наш хлеб выкладываем на тарелочку. Скрэмбл наш готов. Приступаем к нарезанию нашего ростбифа. Ростбиф можно приготовить в домашних условиях, замариновать кусок мяса, желательно вырезку, обмотав фольгу, замариновать соль, перец, травы, розмарин, если у кого имеется, и на 180 градусов на 1,5 часа. Приготовить до готовки медиум. На такие кружочки мы, порезав ростбиф, выкладываем и добавляем наш скрэмбл. Он горячий, и здесь у нас все дойдет до готовности. Наш горячий скрэмбл доведет до полной готовности наше мясо. Можете украсить хоть чем. Мы украсим кусочками помидоров, немножко розмарина и также зелень. Зелень, она всегда полезна, вкусна. Наш скрэмбл с ростбифом готов. Приятного аппетита! Ох, красота. Талантливый повар Исмаил. Талантливые люди живут и в Алдане. В семье Ленских муж скульптор, жена художник. Наши коллеги побывали у них в гостях и узнали секрет семейного и творческого счастья. Эту скульптуру автор Юрий Ленский назвал добротворцем. Она станет подарком жителю Якутска Антону Васильеву. Антон совершает добрые дела просто потому, что так велит его сердце. Юрий решил воплотить образ Антона в гипсе. Заготовка из скульптурного пластилина почти готова. Когда к делу относишься от всего сердца, с любовью, я думаю, легко ты летишь, учишься, все трудности с легкостью преодолеваешь, если действительно у тебя все это от сердца исходит. Я думаю, сложного нету ничего. Лепкой Юрий увлекается с детства. Это лишь малая часть его шедевров. Некоторые изготовлены по трафаретам, большинство произведений являются авторскими. Несколько изделий символизируют мир, в котором довелось жить Юрию. В хлебосольной России раскинулась неповторимая Якутия. Образы страны и республики автор воплотил в женщинах не случайно. Для самого Юрия музой и художественной наставницей стала его супруга Анна, по призванию и образованию художница. Мы занимаемся разными видами творчества. Муж в основном занимается скульптурой. Я занимаюсь живописью, акварельной, масляной. Провожу мастер-классы, мы раскрашиваем копилки. Это интересная работа. Это та работа, на которой отдыхаешь. Анна и Юрий знают друг друга с юности. Общность творческих поисков и явилась предпосылкой к образованию союза. Наряду со стремлением к вершинам совершенства супруги ощущают потребность делиться секретами мастерства с людьми. Начинающие предприниматели обустроили мастерскую в Алданском бизнес-инкубаторе. Аня рисует, и Юрий Валерьевич скульптурой занимается, поэтому такой тандем хороший получился. Аня проводит мастер-классы для молодежи, которые поступать собираются в художественные вузы. Гипсовые копилки ожидают своего часа, их надлежит раскрасить детям. Мастер-классы для любителей живописи всех возрастов Анна проводит регулярно. Художница комбинирует разные техники. Анна убеждена, рисовать может каждый. Научиться писать картины так же реально, как и писать ручкой. Нет, совершенно не сложно. Во-первых, потому что дети в основном к нам приходят мотивированные, они уже приходят, чтобы сделать что-то красивое, они приходят по своему желанию. Творческих планов и идей у супругов Ленских много. Порой Анна и Юрий, прогуливаясь по городским аллеям и скверам, видят, как в будущем тот или иной уголок украсят выполненные ними вазоны, цветники и скамейки с причудливой лепниной, а детские площадки оживят забавные фигурки сказочных героев. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Кать, как ты относишься, когда муж с женой заняты одним каким-то делом?
Ну, конечно, положительно. Семья творческая, и идиллия у них, наверное, атмосфера такая. Ну, вот и единственное, отдыха нет. То есть и дома одни и те же люди, и на работе одни и те же люди. Везде работы, дома как в музее. Мы напомним наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88, и на него пришло сообщение. Доброе утро, поздравляю любимого внука Максима Дьяконова, проживающего в Москве, с днем рождения. Дедушка Дмитрий Афанасьевич Колодезников, ветеран спорта. Ну, надеюсь, в Москве нас можно посмотреть на YouTube-канале, да? То есть, скорее всего, даже внук увидит. Так что передаем все самые наилучшие поздравления. Да, достаточно зайти на канал Якутия-24, в строке поиска набрать «Утро Якутии». И все наши эфиры для вас перед вашими экранами. Ну а теперь предлагаем вам зарядиться всем, кто еще в своих теплых кроватках. Скорее просыпайтесь, можно даже сидя на кровати сделать какие-то физические упражнения. Доброе утро! С вами Ирина. И сегодня мы выполним комплекс упражнений, который будет состоять из нескольких связок для того, чтобы вы проснулись, потянулись и поехали с очень бодрым настроением на работу. Приступаем. Для начала нам нужно восстановить и направить дыхание. Поднимаем ручки наверх, делаем глубокий вдох и выдох. Далее делаем попеременные наклоны головой влево и вправо. Далее делаем повороты головы влево и вправо. Далее в прыжке делаем полуповороты головой, стараемся подбородком не касаться линии шеи. Делаем повороты корпусом, поднимаем ручку наверх. И, внимание, у нас две руки поднимаются наверх. Далее, не переставая двигаться попеременно ножками, вращаем обеими руками вперед и назад. Далее делаем скручивание корпуса. Сначала скручиваемся без вытягивания рук, далее добавляем ручки. Ручки тянем вперед. Наклоняем корпус вниз, дотрагиваемся кончиками пальцев до левой ноги в середину и до правой ноги. Далее корпусом наклоняемся вперед, ручки тянем вперед, наклоняем корпус назад, руки также продолжаем тянуть вперед. Далее мы делаем выпады вперед. Делаем шаг вперед, ставим стопу ровно. Затем вытягиваем ручки в стороны, затем поднимаем наверх, возвращаем в исходную позицию и возвращаемся в исходное положение. Делаем приседания с вытянутыми ручками вперед и делаем поочередные шаги, по 2 очередных шага в сторону, влево и вправо. Далее поднимаем колено наверх и под коленом делаем хлопок, делаем интенсивный выдох и восстанавливаем дыхание. Ну вот мы и завершили наш комплекс упражнений. На этом все. Хорошего вам бодрого утра и до свидания. Всем доброе утро! Вы смотрите «Утро Якутии», 16 марта на календаре. Если еще не проснулись, просыпайтесь, уже пора. Уже 7:30. Ну, а в нашей студии вновь Сергей Михедов с самыми интересными и полезными новостями. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил постоянно контролировать паводковую ситуацию в регионах и призвал подойти к этому со всем вниманием и ответственностью. Как пояснил глава Кабмина, зима была снежная, и в ряде регионов есть серьезные риски подтоплений во время весеннего половодья. Он подчеркнул, что речь идет прежде всего о безопасности людей, в том числе тех, кто живет на удаленных территориях, а потому особенно уязвим в случае стихийного бедствия. Мишустин выразил необходимость провести селекторное совещание с губернаторами о готовности регионов к борьбе с паводком.
В Якутии за неделю выявили более 9 тысяч человек, заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Наблюдается рост заболеваемости. В целом показатель выше уровня эпидпорога на 37%, говорится в сообщении. Среди заболевших 80% дети, больше всего среди детей от 7 до 14 лет. Аэропорт Чульман летом закроют для приема самолетов на 5 месяцев. Связано это с реконструкцией взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщается на сайте ФКП «Аэропорты Севера». Замена искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы начнется летом. По этой причине в течение июня ее длину сократят. А с 1 июля до конца октября аэропорт Нерюнгри для посадки самолетов будет закрыт полностью. Изначально аэропорт планировали закрыть из-за ремонта больше, чем на год. Но от этого варианта отказались, потому что длительное закрытие могло повлиять на жизнедеятельность района в целом. Спасатели МЧС России провели тренировку по беспарашютному десантированию в Якутии. Якутский арктический комплексный аварийно-спасательный центр провел плановые учения по спускам с вертолета с высоты 40 и 20 метров. Тренировка прошла в селе Кильдямцы. Сотрудники чрезвычайного ведомства отработали спуски на ограниченную площадку в дневное и ночное время. В мероприятии был задействован борт Ми-8 якутского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Благодаря таким тренировкам спасатели совершенствуют навыки и в реальной ситуации более четко осуществляют беспарашютное десантирование. Осложнение в основном в ночное время – это плохая видимость при спусках на ограниченную площадку. Перед спусками за сутки до спусок проводятся теоретические знания у спасателей. Еще в дальнейшем проводится медицинский осмотр и практические занятия. Высота в основном от 20 до 40 метров. Веревка закрепляется на борту вертолета. Затем спасатель при помощи спускового устройства крепится к вертолету и по команде выпускающего с разрешения командира экипажа выходит с борта. Внизу осуществляется нижняя страховка. Якутские спортсмены продолжают подготовку к первенству и чемпионату России по кикбоксингу. Он пройдет в столице региона с 6 по 11 апреля. Соревнования посвящены 30-летию триумфа Александра Иванова на чемпионате мира. Напомним, в 1991 году воспитанник якутской школы кикбоксинга, первым из спортсменов Советского Союза, выиграл титул чемпиона мира. Сейчас проходит заключительный этап подготовки к домашнему чемпионату. В состав сборной Якутии вошли 27 спортсменов, которые будут соревноваться в 3 весовых категориях. С декабря месяца уже готовимся в Дохсуне. Вот как вы видите, в Дохсуне вот это футбольное поле. На футбольном поле мы установили 3 ринга. У нас вот есть новый спортзал, оборудованный полностью спортивными инвентарями. Так что молодежь готовится и надеемся, что они будут проявить себя в лучшей стороны. К этой минуте у меня все. Увидимся в следующем часе. Спасибо, Сергей. Мы хотим напомнить, что буквально вчера на нашем канале стартовала новая рубрика «20 лет в 21 веке», в которой мы делимся с вами интересными фактами, которые произошли за 20 лет в новом тысячелетии. Каждый день мы рассказываем об одном интересном факте. И сегодня продолжим говорить о самом главном для каждого человека – о здоровье. Территория Якутии больше, чем у Индии, а население меньше, чем в северо-западном округе Москвы. Когда до ближайшей больницы сотни километров, на помощь приходит санитарная авиация. Почти 3000 жизней помогли спасти пилоты санитарной авиации республики в 2020 году. Это самый высокий показатель за всю историю Якутии. Каждый борт оснащен всем необходимым, чтобы уже в воздухе начать борьбу за жизнь пациента. В прошлом году воздушный транспорт совершил 1500 вылетов, в том числе для спасения жизней больных коронавирусом.
Ну что ж, мы желаем, чтобы всем жителям отдаленных сел и поселков, если вдруг им понадобится эта санавиация, то обязательно она была. И желаем вам крепкого здоровья и уверенности. Да, спасибо, конечно, всем врачам и пилотам. Надеемся, что в следующие годы 21 века развитие санавиации продолжится. Много лет европейская исследовательница Ула Йоханссон проработала в Якутии, изучая якутские орнаменты. И сегодня наша рубрика «Книжная полка» будет посвящена этому человеку. Доброе утро! Сегодня мы хотели бы рассказать вам о великой женщине Улле Йоханссон. К сожалению, 16 февраля 2021 года перестало биться сердце этой женщины, по краешку судьбы которой мы имели счастье пройти. Это человек, который в далеком 1953 году защитил свою научную работу и вошел в мир науки с работой «Орнаментальное искусство якутов», благодаря которой неопровержимым образом доказана древнейшая культура якутского этноса. Южное происхождение якутов она доказала, сравнивая наше орнаментальное искусство с культурой пазырыкских курганов. Она любезно подарила нам свою библиотеку, более 4000 книг которой вошли в собрание и стали жемчужиной национальной библиотеки. Ула Павловна, вы хотите, чтобы ваша библиотека была в Якутии? Да, я это действительно желаю. Я очень надеюсь, что будут много-много ученых ехать в Якутию и там сидеть и работать с этой библиотекой и заниматься историей искусства Якутии. И я благодарна за гостеприимность, которую я нашла в Якутии. Среди этой коллекции я хотела бы, конечно, выделить вот эту книгу. Это «Орнаментальное искусство». Здесь большой вклад внесла Аиза Петровна Решетникова, ее большой друг, благодаря которой стало возможным получение в дар Национальной библиотеки этой самой роскошной коллекции. «Орнаментальное искусство якутов» – эта книга находится в открытом доступе в электронной библиотеке. И помимо того, что вы ознакомитесь здесь с, собственно, самой работой, в которой она сравнивает очень последовательно орнаментальное искусство нашего народа, здесь можно узнать ее путь, жизненный путь ученого. Узнать, что повлияло на нее в детстве, какие книги она читала, с кем она дружила, почему выбрала, собственно говоря, эту профессию. И хотелось бы также сказать, собственно говоря, о ее коллекции, о том, что самым ценным является то, что в этой коллекции передана коллекция ее отца, тоже известного ученого, ее дяди, человека, который также был влюблен в Сибирь и передал эту любовь, собственно говоря, своей племяннице родной. И невероятно является то, что Ула Павловна также организовала именную стипендию, которая, независимо от того, жива она, либо она уже не с нами, будет постоянно предоставляться всем ученым Якутии. И за нее вы имеете право полное побороться, возможность получить работу, возможность проведения исследовательской работы в Германии в течение нескольких месяцев. Это полностью оплачивается этим самым фондом. Здесь вот у нас бесценная, как бы ее рукой написанная запись отделу книжных памятников от Уллы Йоханссон. Мы очень благодарны Улле Йоханссон за все то, что она сделала для нашего народа. Да, действительно, удивительная женщина Ула Йоханссон. Я, кстати, бывала в Национальной библиотеке и видела, она большое количество книг оставила именно фонду Якутска и не каким-то другим городам, а именно Якутск. Вот сказали, кстати, что и в электронном виде эта книга есть в нашей библиотеке. То есть можно не обязательно ходить, а можно
удаленно ее прочитать. Да, зайти и найти. Ну а прошел уже год с тех пор, как в Якутске объявили пандемию. Представляешь, да? Уже год живем. Целый год. В такой теме. И город погрузился в локдаун. Вчера более 500 студентов Северо-Восточного федерального университета наконец после долгого перерыва приступили к занятиям. Первыми в учебные лаборатории вернулись студенты-старшекурсники медицинского института. Как для них прошел год на дистанционке и чем очное обучение лучше учебы онлайн, узнавал наш коллега Александр Хавренко. Спустя год после объявления пандемии студенты Северо-Восточного федерального университета начали возвращаться в стены Альма-Матер. Первыми к очному обучению приступили старшекурсники медицинского института. Как отмечают преподаватели, во время дистанционного обучения студенты получили необходимый багаж знаний, но без практических занятий учебу нельзя считать полной. Упор будет на практику. Обычно мы занимаемся в больницах, на клинических базах. Обычно вот цикл лор-болезни проходит в лор-отделении республиканской больницы. И там мы каждый день занимаемся, курируем пациентов, смотрим разных пациентов, пишут истории болезни. Да? Но в связи с тем, что клинические базы не все открыты для наших студентов, мы занимаемся здесь, вот, в корпусах медицинского института, но не на клинической базе. Студент 4-го курса отделения лечебного дела Константин Баешев рад, что снова началось очное обучение. Хотя и в дистанционной форме он видит немало плюсов. О плюсах дело в том, что корпуса мединститута они разбросаны, как правило, по всему городу, и путь от одного пункта к другому занимали некоторое время. И так как у нас началось дистанционное обучение, то у нас появилась возможность постоянно сидеть как бы в одном месте и готовиться, да, вместо того, чтобы добираться до какого-то места. И у нас было просто больше времени, чтобы вот между парами. Но больше всего возвращению к очной форме обучения рады студенты из отдаленных районов. К сожалению, качественный скоростной интернет есть не по всей республике, и некоторые студенты испытывали трудности в учебе. Теперь же их снова ждут стены родного института и уже ставшего родным общежития. Я до пандемии жила в общежитии. Сейчас, примерно сегодня я должна заново заселиться туда. И чтобы заселиться, мы должны были пройти вакцинацию, либо сдать анализ ИФА, и также показать ФЛГ, то есть пройти полный медосмотр. И сейчас в общежитии все очень хорошо будет контролироваться, то есть при входе будут измерять температуру, также мы будем каждый день делать генеральную уборку, то есть мыть свои отсеки, свои комнаты. Будущий стоматолог Мибуджон Курбонов приехал учиться в наш университет из Таджикистана. И во время пандемии остался в городе. Для него возобновление очного обучения стало настоящим праздником. Во время пандемии я жил в общежитии, там было у нас все удобство нормально, и дистанционное обучение, все это было нормально. И со временем привыкли к этому. Вначале было сложновато, было много ограничений, потому что невозможно было выходить, и масочный режим, и еще в перчатках надо было ходить. Еще дистанционное обучение – это первый раз, такой опыт. Постепенно и студенты других институтов и факультетов начнут возвращаться к очной форме обучения. В университете приложили максимум усилий, чтобы обезопасить студентов. Маски, антисептики и перчатки пока еще остаются такими же обязательными атрибутами студентов, как учебники и конспекты. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Да, надеемся, что в ближайшее время все студенты уже приступят к занятиям. Да пора бы уж. Я думаю, соскучились они, да? Степа, как ты относишься к велосипедам? К велосипедам? Конек-горбунок, школьник, кама, кросс, Урал – это для меня не пустые слова. Прямо по сердцу, да? Я, кстати, из всего перечисленного знаю только школьника. Да. В силу того, что я моложе, наверное. Да? Знаешь, что у нас в городе есть целое сообщество велосипедистов, целое велодвижение. И с наступлением весны они вытаскивают своих железных коней и отправляются в велопрогулки. Да, и сегодня у нас один из лидеров велодвижения Якутска.
Евгений Никифоров. Евгений, доброе утро. Доброе утро, друзья. Евгений. Доброе утро. Ну, говорят, что вы собираетесь в поход аж на Ленские столбы. Да, это один из наших таких эпичных походов, запланированный в ближайшее время, в конце марта. Но ради справедливости надо сказать, что этот поход носит название комбинированного. То есть доброску до какого-то момента мы осуществляем на автобусе, так как расстояние большое, и, конечно же, это займет очень много времени. Даже не сколько сил, сколько времени. Добросившись на автобусе до определенного момента, далее мы выносим велосипеды, садимся и часть пути, самую красивую, самую интересную, самую эпичную часть проезжаем своим ходом. Фотографируемся и возвращаемся таким же. А велосипеды, они как, тоже в автобус? Да, в этом походе все вместе загружается в автобус, и большой такой интересной, веселой группой все едет с нами. Ну, мне кажется, это правильно. Нужно из любого путешествия получать удовольствие, а не чтобы это было как-то напряжно. Совершенно верно. А вчера у вас буквально было, да, открытие сезона? Да, позавчера, это воскресенье 14 марта, это традиционный раскаточный поход. Он обычно происходит в теплое время марта, в середине марта, и носит характер массовости. В этот раз мы побили рекорд предыдущих всех годов. Мы собрали 34 участника. Для марта в Якутске это достаточно большое количество. И прошли замечательный маршрут протяженностью примерно 50 километров из Якутска через Хатассы, ледовую переправу в Павловск, Нижний Бестях, и обратно вернулись по ледовой переправе в Якутск. Было очень здорово, весело, и погода у нас уже позволяет это делать. Девушки, юноши, все, да? Да, велосипедизм – это такое массовое явление, не разграничивается по возрасту, по полу. Таким образом, любой желающий может примкнуть, никаких особых умений, навыков не нужно. А еще куда вы катаетесь? Большую часть походов это, конечно, летнее время занимает. Есть однодневные походы, когда группа выезжает утром, катается по окрестностям города Якутска и вечером возвращается домой налегке. Но существуют и 2-3-дневные походы, когда можно выехать полностью с палатками, спальником на автономе куда-нибудь в район Еланки, например. Мы ездим на Еланку, ездим на водопады, ездим на Булус. Все, что в шаговой доступности, в велосипедно-шаговой доступности, и можно посетить за 2-3 дня, это, как правило, 100-150 километров, это можно проехать своим ходом. Но, естественно, кроме этого, бывают большие походы, проходят они раз, может быть, в пару лет, когда группа на самолете, на поезде или куда-то добирается также до каких-то достопримечательностей. Это был Байкал, это даже были выезды, да, даже на самолете. За пределы республики мы выезжали в 2018 году в Грузию, катались по Грузии группой. Байкал было пару раз. Вот единственное, что куда мы ездили своим ходом, это давным-давно в 2011 году в Магадан. Вот просто сели из Якутска и поехали по дороге в Магадан. Да, это заняло 26 дней, но было просто сказочно и чудесно. Да, там очень красиво. Замечательно. Перевалы. А как вы друг друга находите? Как вам можно присоединиться? Как стать, да, вашим Становится человеком? ли вообще велолюбителей больше? Да, безусловно. В наш век информационных технологий найти друг друга на просторах интернета совершенно несложно. У нас есть определенные ресурсы. Это аккаунт в Инстаграме, это какие-то порталы, это группы в социальных сетях, где сидят люди по интересам. Группы, они формируются по определенным велосипедным направлениям. То есть есть туристы, есть спортсмены покруче, даунхильщики, есть просто кто катается для души. И вот эти группы так или иначе пересекаются. То есть разместив объявление, анонс о походе, призыв к какому-то мероприятию в одной группе, через пару-тройку дней об этом знает все сообщество. И таким образом вот кросс-посты, они выручают нас. Чтобы влиться в поход, влиться в обычную покатушку, не нужно никаких особых умений, навыков. Достаточно просто велосипед и небольшое хотя бы базовое умение на нем кататься. Евгений, вы сказали, что чаще всего велозабеги происходят летом, но тем не менее сезон вы открыли уже в марте, да? Ага. А как, понятно, что экипировка какая-то должна быть соответствующая, да? Да, в том числе и для велосипеда. Вы что-то интересное нам принесли? Безусловно. Есть группа людей, велосипедистов, которые катаются круглый год. То есть это ребята действительно серьезные экстремалы, которые выезжают в январе, в феврале, катаются. Может быть, вы даже встречали на улице города, когда кстати, в минус 50 из тумана выезжает велосипедист, весь заснеженный. Есть такие экстремалы, но большинство открывает свой сезон, когда уже потеплее. Март – это идеальный вариант для Якутска, потому что все еще нет комаров, нет грязи, пока чистенький снег, в апреле все начинает таять, не так комфортно. Что касается подготовки, конечно же, для сурового зимнего катания необходимо перебрать велосипед, смазать зимней незамерзающей смазкой различные компоненты.
особое внимание необходимо уделить снаряжению, одежде, термобелью, защите лица, защите перчаток. А вот в марте это все можно делать более просто. Вот я взял сегодня одну с собой интересную штуковинку. Это вот такой меховой чехол на седло. То есть он специально надевается на седло, да, потому что... Он из натурального меха? Ну, вот этот нет, но вообще существуют дизайнерские из натурального, да. Этот чехол мне сшила моя супруга. Он здесь на пуговичке, надевается на седло. И так как велосипедист 90% времени соприкасается с седлом, это очень добавляет комфорта, добавляет, так сказать, теплоты. Вот это... Какой-нибудь чехол из волчьей шкуры, например. Совершенно верно, да. Я думаю, это особенность якутского зимнего велокатания. В других городах, уверен, такого нет. Вот это вот наша фишечка. Ну, колеса, наверное, тоже какие-то определенно, да, которые должны выдерживать минусовую температуру. Да, безусловно, это самая основная часть велосипеда. В первую очередь, крайне желательно иметь шипованные покрышки. То есть так же, как и автомобилисты зимой, велосипедисты, так как у них два колеса, точка опоры немножко похуже и равновесие держать немножко посложнее, особенно на голом льду. Да, безусловно, существуют шипованные покрышки. Они довольно-таки дорогие, но тем не менее безопасность превыше всего. Мы же знаем, что нельзя падать на велосипеде лишний раз. Поэтому шиповка и, как правило, зимняя резина, она по компонентам, по составу предназначена для низких температур. Ну, в марте любая велосипедная резина справляется с такими задачами. Давайте от зимы все-таки к лету перейдем. Давайте. Вот как в городе Якутске среда для веллеров подходящая, нет? Ну, конечно, нет. Да, конечно, нет. Вы совершенно правы. Здесь она иной раз для пешеходов неподходящая, совсем для велосипедистов не очень. Но согласно правилам дорожного движения, естественно, совершеннолетний велосипедист может двигаться по проезжей части, являясь тем самым полноценным участником дорожного движения, ну, соблюдая, естественно, правила, предписания все. Таким образом, передвигаться по городу, конечно же, можно, но все-таки гораздо приятнее выезжать за город. Есть, безусловно, те, кто вынужден ездить по городу по делам, по работе, на работу и так далее. Да, мне жалко иногда этих людей, когда вот это все пробки, пыль. Ну вот, кстати, это в планах реконструкции вот многострадального проспекта Ленина как раз предусмотрены вроде как велодорожки. Надеемся, что все-таки удобство это добавится. Дождемся, да. Евгений, тем не менее, благодарим вас за интересную беседу этим утром, за утренний позитив. Я, кстати, тоже любитель покататься на велосипеде. И вот эта вот велодорожка, которая наконец была сделана на 203-м микрорайоне, вот еще бы длиннее ее, да? Было бы просто замечательно, но мы верим, что все-таки будет, и когда-нибудь мы сможем кататься по всему городу. Надеемся и ждем. Спасибо. Спасибо, Евгений. Спасибо. Ну а на очереди у нас рубрика «Говорим правильно». Кстати, Степа, как ты думаешь, как правильно, тефтели или тефтели? А я вот тебе не дам ответ на этот вопрос, а мы посмотрим в нашей рубрике. Давай посмотрим. Доброе утро. О словах, которые мы говорили раньше, ударение всегда было жестко фиксировано. Вот только так, а не иначе. Другое дело слово «тефтели». Кстати, произносить предпочтительно именно «тефтели» с ударением на середине слова. Хотя разнобой в этом произношении этого слова, он зафиксирован и орфоэпическими словарями. И это не редкость, потому что разнобой в этих словарях объясняется языковым вкусом лексикографа, то есть человека, который составляет словарь, или его пониманием нормы, ну и многими другими факторами. Так, в словарях, которые ориентированы на работников радио и телевидения, очень часто дается жестко только один вариант произношения, даже если существует абсолютно равноправный другой вариант. А в словарях, рассчитанных на широкий круг читателей, таких как мы с вами, может быть и два ударения. Потому что автор хочет показать, как развивается норма, как она меняется, ее динамику. Поэтому в словарях часто мы найдем с вами правильное произношение и тефтели, и тефтели. Давайте говорить правильно. Ну вот как здорово, когда и так, это самое любимое мое правило. Постоянно путаешься, да? Тефтели, тефтели. Ну что ж, а в Антарктиде папуасский пингвин, спасаясь от преследовавших его касаток, запрыгнул в шлюпку к туристам. Необычная ситуация приключилась в заливе Горлаш. Его свидетелем стала семейная пара, которая снимала происходящее на видео.
Касатки не давали пингвину скрыться, преследовали его, вынуждая метаться между ними и лодками туристов. В какой-то момент пингвин попытался забраться к ним в лодку и выпрыгнул из воды, но ударился о нее брюхом и вновь плюхнулся в воду. Животное не сдалось и со второй попытки все-таки смогло запрыгнуть к людям и спастись. Да, процитирую известный фильм «Жить захочешь, не так раскорячишься». Ну а тем временем в Ленинградском зоопарке у оленей начали отпадать рога. Весна – удивительное время, несмотря на то, что термометр за окном показывает устойчивый минус. Животные уже чувствуют приближение теплых дней и начинают готовиться к весне. Именно в это время года посетители зоопарка могут наблюдать интересную картину, как северные олени важно вышагивают по своей территории. Ведь рога могут отпадать по очереди, а не сразу. Поговорим о новостях экономики. Кризис, Из мира вызванный... животных к новостям экономики. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, оказал существенное давление на рынок труда в России. Ситуация стала улучшаться по мере снятия ограничений и возвращения в рабочий режим большинства предприятий. О ситуации с безработицей в российских регионах расскажет Нюргояна Иванова в рубрике «Новости экономики». Уровень безработицы в большинстве регионов России по итогам ноября 2020-января 2021 года вырос и составил в целом по стране 5,9%. По данным исследования РИА Рейтинг, в лидирующей пятерке рейтинга произошли небольшие изменения в сравнении с ноябрем 2019 и январем 2020 года. Самый низкий уровень безработицы наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе. Отметим, что годом ранее первую строчку занимала Москва. Следом за Янау расположились Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Санкт-Петербург, Татарстан и Москва. По итогам прошлогоднего рейтинга в лидирующую группу входила и Московская область, которая сейчас занимает лишь 8-ю позицию с 4%. По сравнению с прошлым годом выросло количество регионов, в которых уровень безработицы равен или выше 10%. Наиболее сложная ситуация в Ингушетии, в Чечне, в Туве, Кабардино-Балкарии, в Дагестане, Республике Алтай. Как отмечают эксперты, кризис существенно осложнил ситуацию на рынках труда в этих регионах, где и так всегда было непросто найти работу. По итогам ноября 2020 и января 2021 года в 78 российских регионах уровень безработицы вырос, в 6 снизился. В Якутии не изменился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Россияне в начале 2021 года на 13% реже стали покупать медицинские маски в сравнении с декабрем 2020 года. Об этом показало исследование банка «Русский стандарт». Помимо масок, в январе этого года россияне стали реже покупать хлеб, который является лидером в категории продукты питания. Так, покупки хлебных изделий сократились на 4% в сравнении с декабрем прошлого года. Однако это на 14% превысили показатели января 2020 года. Кроме того, россияне на 20% реже покупали крем для тела и стали чаще приобретать детское питание. Традиционно неизменный лидер в категории «хозяйственные товары» – пакет. Его покупает практически каждый посетитель магазина. В январе текущего года россияне приобретали пакеты на 14% чаще относительно января 2020 года, но реже на 15% относительно декабря 2020 года. Что касается... А на этом наш эфир подходит к концу. Желаем вам сегодня отличного настроения и продуктивного дня. Всего доброго!